Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. В Москве впервые прошли Дни якутской моды. Масштабное событие, важное для продвижения креативных брендов из Якутии на федеральный рынок. Представители фэшн-индустрии даже окрестили его новой волной якутской моды. Сегодня в деталях поговорим о том, как эту самую новую волну оседлать и почему модой в последние годы руководит желание говорить с большим миром на одном языке. Сегодня гостья студии, участница Дней якутской моды в Москве, дизайнер Надежда Докторова. Добрый вечер. Добрый вечер. Но мы будем на «ты», потому что мы давно знакомы, учились вместе в художественной школе. Да. Вот такое, значит, чуть-чуть. И давай вот с этого и начнем. Да? После художественной школы ты пошла в художественное училище. И как вот потом... Ты уже с мыслями дизайнером стать или как это было? Ну, если на самом деле очень интересно то, что мы интервью берешь именно ты, потому что когда мы с тобой поступали в первый класс художественной школы, мы писали анкеты, какую профессию мы хотим выбрать. И в этой профессии я написала, что я буду модельером. Хотя на тот момент, ну, ты помнишь, третий класс, наверное, да, у нас особого понимания даже не было, что такое модельер у меня. Но тем не менее, как-то каким-то образом в мою голову данная мысль попала, и, собственно, получилось так, что всю жизнь я к этому иду. Ну, надеюсь, что я как профессионал уже становление свое прошла, сейчас как бы уже работаю над более масштабными целями своей профессиональной деятельности. Но вот когда модельер становится дизайнером, когда создается, ну, то есть бренд, одно дело уметь шить, кроить, сочетать ткани, а другое дело уже создавать бренд. Вот как к этому? Ну, наверное, есть люди, которые прям с 20 лет уже идут с пониманием, что они создают нечто масштабное, но в моем случае это была довольно долгая история, потому что я росла поэтапно, так скажем, да, и для меня эта история длиной, наверное, на всю мою жизнь, да, и сейчас я пришла только к тому, что этот бренд у меня, скажем так, только-только встает на ноги, да, и, ну, наверное, это мой путь. У каждого по-своему бывает. Но у дизайнеров есть такое понятие, как ДНК бренда, да? То есть как у Шанель это жемчуг, там у Юдашкина твит жемчуг, да, у Юдашкина, у Кардена шик, да, там у Брауна деконструкция, у кого-то у Баленсиаги там. Что-то у тебя в ДНК твоего бренда что? На самом деле это очень серьезный и глубокий вопрос для каждого дизайнера, потому что поиск ДНК своего детища — это, наверное, долгие мыслительные процессы, которые внутри каждого дизайнера происходят. У меня, например, я поняла, что это все-таки путь к истокам, поиск внутренней силы и работа, наверное, с культурными кодами. Потому что, ну, мне проще рассказать ту историю, которую я знаю хорошо, чем пересказывать историю, например, там, о французской моде там, или итальянском стиле или что-то такое. Поэтому я ищу, копаю в сторону своей культуры, нахожу оттуда какие-то истоки, которые дают мне возможность творчески реализовываться. Вот. А как правильно произносится эйкерие? Правильно? Нет? Эйкери. Эйкери. Да, называют по-разному абсолютно это название, потому что оно имеет, ну, тоже очень интересную историю. Когда я искала название, вообще, когда ищешь название для своего бренда, это достаточно... Ну, оно либо есть, появляется в голове изначально, да, либо это какой-то долгий поиск. В моем случае оказался тоже долгий поиск. Я, видимо, люблю долгую историю. И я для себя открыла просто словарь юкагирского языка. И буквально первое, куда я ткнула, мне попалось это слово. И оно переводится с юкагирского языка как «перейти реку». И для меня это казалось, ну, потому что я, видимо, в тот момент тоже переходила на новый этап своей жизни. И я поняла, что это название мне отзывается, и оно не похоже ни на что другое, при этом читабельно на всех языках. И я думала, что от того, что оно немножко непонятное, люди будут, ну, не запоминать его. А получился обратный эффект. Люди очень хорошо запоминают, повторяют несколько раз, и откладывается в голове очень хорошо это название. Ну, то есть, получается, вот эта вот идея транслировать темы малых народностей, их культурные коды вот через моду, да, она изначально была или она вот с названием пришла?
Я сейчас И понимаю... Ага, да. Когда она... Но я просто сейчас понимаю, что на самом деле это было изначально... Ну, то есть процесс созревал очень долго в моей голове. Почему? Потому что я просто для себя поняла, что традиционный костюм северных народов, он неисчерпаем по своей глубине, и там столько всего интересного можно найти, и на самом деле очень многие дизайнеры мировые черпают оттуда свое вдохновение, и я это вижу, то есть какие истоки, ну, того или иного костюма, что они были взяты там, ну, от чукотского костюма, например, да, или от костюма там нивхов и так далее. Ну, то есть я это вижу. То есть это вот как, допустим, режиссер, когда смотрит кино, он видит нити, которыми это сшито, да? Да. Также и дизайнер, когда смотрит показ, видит истоки, да? Да, я это вижу, и я понимаю, почему этот материал могут использовать зарубежные известные бренды, дизайнеры, а почему этот материал не используем, ну, собственно, мы, люди, которые сидим на всей этой информации, на всем этом культурном пласте, да, который не исчерпаем для вдохновения. И я поняла, что я хочу эту историю рассказывать, потому что эта история действительно красивая, немножко даже где-то трагичная, потому что все-таки малочисленные народы Севера — это, ну, как бы история о том, что их не так много, да, это, и хочется об этом больше рассказывать, наверное. О якутском костюме и так много дизайнеров, которые, ну, благополучно рассказывают. Но у меня, знаете, наверное, симбиоз, да, и я как бы не конкретно только что-то о юкагирском костюме говорю или о каком-то венгерском костюме. Нет, абсолютно нет. Я выдаю просто ту информацию, как бы, которая отфильтровалась в моем сознании, в моей голове. И это может быть даже некая смесь и якутского, и юкагирского костюма. Может быть, это, ну, абсолютно от меня независящие какие-то результаты появляются уже в одежде. А почему это был словарь юкагирского языка, да, именно? Ну да, это логично, потому что мой папа из Нижнеколымского улуса, село Андрюшкино, там большая часть населения — это юкагиры. Ну, мы не на 100% юкагир, но я так понимаю, что все равно какой-то процент в нашей крови есть. Почему мне это интересно, например? Да? Ну, наверное, не так много, как хотелось бы, но тем не менее. И это очень, очень красивая земля, очень интересные люди. И я все детство, я эту историю рассказывала много раз о том, что когда из Якутии отправляли детей отдыхать на южные берега, моря и прочие теплые места, меня отправляли в Андрюшкино на берег Северного Ледовитого океана, чтобы я там проводила лето как таковое, которое там практически отсутствует. Вот. И, видимо, все это как, ну, по чуть-чуть откладывалось. И я сейчас поняла, что я уже накопила весь тот информативный объем, ну, как объем, который я хочу рассказать людям, например, да. И мне хочется это рассказать, причем хочется рассказать на том языке, на котором я могу. Я не умею петь, я не умею танцевать, но я понимаю язык одежды, и через это я рассказываю свою историю, наверное, так. То есть, получается, вот эти самые культурные коды ты в детстве видела? Да, эти да. Эти Ну, костюмы, то есть это твое нативное, это не то, что ты там где-то в Нет, книжках, там абсолютно что-то... нет. Абсолютно нет. Это Я, вот- собственно, изучала в свое время якутский костюм. И оттуда тоже, скорее всего, какая-то информация нативная шла. Ну вот да, я вот просто сейчас я ищу источники вдохновения в себе, и это я называю поиски собственного золота, потому что, ну, я считаю, что, наверное, в этом есть какая-то сила человека, что ли, опираться не на внешние истории, а найти историю внутри себя. А как вот можно... То есть цель же, в принципе, адаптировать вот эти вот народные, национальные мотивы, да, так, чтобы они были актуальными, вот, и чтобы они были носибельными. Или это все-таки мода для показов? То есть есть же такое понятие, как мода для показов, Конечно. высокая мода, да, и есть понятие, как мода, которую носят. Да. Для себя я выбрала историю о том, что одежду нужно носить. Ну, то есть, конечно, я могу сделать что-то такое, которое рассчитано только для показов, но мне интересно видеть на людях, потому что на каждом человеке одно и то же платье будет смотреться совершенно по-другому. Поэтому для меня это магия. Магия, и я смотрю всегда, и восхищаюсь, удивляюсь всему этому. Поэтому для меня носимая мода — это
И как я этнические элементы привношу в современную одежду, я очень осторожно этой историей пользуюсь, так, чтобы не перегружать, то есть чтобы не уходить в чересчур этнический стиль, то есть не становиться некой такой историей, ну, полумузейного экспоната какого-то, который ты носишь на себе, да, это должен быть костюм, который, ну, полностью сливается с тобой, но при этом несет в себе какие-то глубинные, как сказать, какую-то глубинную связь, наверное, да, с твоей родиной, с твоей республикой. Сейчас городом. на тебе что-то есть твое? А потом... Но сейчас, на данный момент нет, потому что я ношу свое. Но просто сегодня я только прилетела с Москвы и, что называется, с корабля на бал, в попыхах, как есть, оделась. Так что, ну, а так все знают, что я очень люблю носить свое, достаточно постоянно это делаю. Ну и как раз возвращаясь вот к тому, что ты прилетела из Москвы, я так понимаю, что дни якутской моды, вот они вообще впервые прошли ведь. И как ты туда попала? Так, более того, я скажу, что мода именно в том понимании, которое дни якутской моды прошли вот буквально недавно, они вообще впервые. Потому что эта история не только просто о каком-то показе мод, да, о каком-то там мероприятии на пару часов, да, это история... В рамках Дней Якутии Да. в Москве? Нет, это долгоиграющая история, это программа рассчитана на несколько лет с задачей такой, чтобы создать на территории нашей республики сильные бренды, бренды одежды, бренды ювелирные, да, так, чтобы они были известны не только в республике, но при этом они продавались по России, а еще, ну, более амбициозные планы этого продаваться На мир. дальше, да, дальше на СНГ идти, да, и, ну, может быть, и покорять мир, почему нет. То есть все границы в нашей голове, мы можем это сделать. Я думаю, что потенциал у нас очень большой у ребят, и бренды очень достаточно сильные собрались. Ну вот, будем смотреть, что получится. Но был отбор, как вы попали туда? Да, конечно. Это, во-первых, была программа Корпорации развития Якутии и Института моды Ben Open, это московская команда. Они провели для 30 участников этой программы обучающий курс в течение месяца, где рассказывали обо всех особенностях работы брендов с ритейлом, с производством. Да. Ну, это очень глубинная достаточно была учеба. И затем из 30... То есть это такая очень прикладная история? Да, очень прикладная. То есть не теория, там история моды и прочее, да, а это вот прям конкретно. Какая документация нужна, что нужно для того, чтобы пробиться на московский, допустим, рынок, да, и так далее. Вот. И, скажем так, после этого уже из 30 участников мы каждый проводили свои питчи, да, ну, рассказывали о своем бренде, презентации готовили, очень серьезно готовились к этому. И нас выбирали уже не те, кто нас учил, а выбирал ритейлер. Ну, то есть московские... Те, кто продают? Да, те, кто продают. То есть это магазины Москвы, Казани, Уфы, Владивостока и так далее. Ну, и подавали заявки именно ритейлеры, те, которые, скажем так, в полях знают, что продается, Ну, что вот это могут что купить, интересно. что это будет Да. носибельно. Да. То есть это не такое, что вот лишь бы что-то было, да? Нет, они прям отбирали, потому что мы готовили коллекцию, например, коллекция из 25 моделей. Из этих 25 моделей, например, у меня отобрали около 18, да, ну, часть не отобрали, вот. И потому что там, ну, у них свои какие-то законы ритейла, да, которые знают, что вот это может продаться, а это, ну, может и не Хорошо, продастся. сколько брендов в этом конкурсе участвовало и сколько поехали в итоге? Ну, я говорю, 30 участников было, начиная от совсем начинающих ребят, которые ну, только-только мечтают о своем бренде, да, и до уже таких более серьезных, у которых есть свои торговые точки у нас в республике, да, это ювелирные бренды, например, потому что эта история очень хорошо развивается в Якутии, ювелиры достаточно сильные, и, например, это бренд Сокольников и бренд So Cold. Они, ну, уже имеют свой ритейл, но при этом они, вот, у них амбициозные планы выйти уже на большой рынок. Я считаю, что у них это получается прекрасно, потому что, ну, продаются не очень хорошо. Да, то есть идентику якутскую понимают не только внутри республики, а понимают в Москве, например, покупают. Это я считаю, что, ну, тоже для
того, чтобы расти бренду, высший пилотаж, чтобы их понимали не только близкие, родные, то есть близкий круг, да. Ну, понятно, что близкие тебя всегда примут, да, а те, которые, ну, в принципе, не в курсе твоей истории. Из брендов одежды представлены были, ну, как выбрали два бренда. Это мой бренд Эйкери и бренд Knit and Fit Яны Уваровской тоже. Это стритвир одежда, ну, такая более casual. У нее тоже есть свой флагманский магазин в Якутске. Ну, то есть тоже достаточно твердо стоящий якутский бренд, которому тоже пора уже покорять, ну, дальнейшие горизонты. Вот. У нас есть первые отзывы покупателей. Давайте посмотрим. Мне очень нравятся ткани, они такие легкие, невесомые, очень женственные. И мне кажется, с приходом особенно тепла, вот у нас буквально пару дней такая жара уже в Москве стоит, такие ткани будут актуальны. И плюс невесомые формы, потому что летом обычно все в лен прячутся, но мне кажется, лен уже поднадоел. Вот, а такие и формы, и ткани, на мой взгляд, очень будут актуальны для московских красоток, для модниц. Ну, вы бы сами надели такое? Да, я уже присмотрела. Вот мне очень понравилась вот эта блуза. И мне кажется, ее можно классно сочетать и с джинсами, и с юбками, и с шортами, подпоясывать красиво. Какое-то разное белье вниз надевать, акцентное, либо базовое. И очень модные сейчас воланы. Мне кажется, вот это просто идеальная такая must-have вещь в гардероб. Но вроде бы ничего якутского в этой блузе нет, на мой взгляд. Ну, для этого вам нужно будет, наверное, посмотреть кампейн, для этого нужно будет посмотреть информацию, которую мы заложили в этом. Да, естественно, там стоял, кстати, очень хороший вопрос, какой процент якутскости должен быть в одежде для того, чтобы это был не очередной бренд базовой одежды. Да. Да, то есть этот вопрос очень остро стоит на самом деле. Я считаю, что это вопрос немножко некорректный, потому что если бренд родился уже здесь, на территории Якутии, то в нем уже присутствует эта якутскость. И обсуждать, на сколько процентов его есть или нет, это, ну, как-то, мне кажется... Ну, и искусственно его создавать, да, придерживаться? Да, искусственно придерживаться, ну, что-то вытаскивать искусственно, это не вариант. Если вы увидите полный образ, то есть видеть просто изделие на вешалке и говорить, что там, например, нет чего-то, что вы хотите увидеть, да, это, наверное, тоже некорректно, потому что это нужно видеть полный образ, опять-таки, да. И там очень много нюансов. Естественно, если говорить, что вот северная одежда, ну давайте тогда меховую одежду, да, давайте тогда, ну я не знаю, что мы будем показывать, да, меховые там шубы, Ну, штаны, вот там шапки. Ну, то есть ограничивать себя материалом, да, или давайте только ограничивать себя орнаментом, там, ну впихнем мы футболку или в мерч там какого-нибудь орнамента и назовем его истинно якутским. Конечно, нет. Я, например, сторонник того, что работа должна быть более тонкая. Это на уровне линий, конструкции, на уровне какого-то эмоционального сочетания. Вот. И поэтому я не люблю, когда прямым текстом передают вот эту вот национальную историю, да, когда прямым текстом делают такой, точнее, лубочный, наверное, какой-то вариант создают, да, ну, как на уровне сувенира. Это не мода. Это я сразу говорю. Это мерч или какая-то история, которую нужно действительно носить там сугубо по каким-то прям на эссех или да, конечно. И у меня другая задача. Я хочу делать одежду такую, чтобы ее носили каждый день в разных городах, и при этом она в себе несла частицу, но не на 100%. Такой задачи нет у меня сделать традиционный холода и заставить всю Россию носить его. Вот. Ну, кстати, ты сказала, что якутскость, она уже присутствует, поскольку... По праву рождения, да. Поскольку оно создано в Якутии. Да. В принципе, да, с одной стороны, все равно мы так или иначе насмотрены, да, это вот как... Я брала интервью Даши Габышевой, стилист, да? Да. Она такую вещь сказала, что вот мы тут
красиво все одеваемся и умеем сочетать цвета, потому что мы с детства видим природу нашу красивую. Она И права. просто вот это вот сочетание цветов, оно у нас отпечатывается. Да, да. Я считаю, что очень много талантливых с точки зрения именно художественного искусства у нас в республике людей. Очень много людей хорошо рисуют, очень много людей, ну, это все замечают, когда приезжают в Якутск, все замечают, что очень много людей, которые стильно одеваются. Ну, это просто заложено. Оно либо есть, либо нет, понимаете, вот. Поэтому, ну, поэтому мода, она как бы должна здесь развиваться. И моя мечта, например, чтобы Якутск это была тоже такая модная точка, как, например, Москва, Питер, Екатеринбург, да, потому что почему бы и нет? Почему мы себя должны ограничивать в этом? Мы будем модной точкой на карте страны своей. А сейчас много говорят о важности сохранения культурного наследия. Вот роль моды в этом процессе. Я думаю, что значительно. Вообще, я считаю, что мода в нашей республике слегка недооцененная часть креативной индустрии в том плане, что немножко все считывают поверхностно эту историю. Но заметьте, что в мировой практике мода по своей информационной нагрузке стоит на первом месте после политики. Да? Ну, то есть сначала обсуждают политику, а после этого обсуждают моду. Кто во что одет. Что одел, у кого какой показ прошел, где и как. То есть моды очень, очень много. И ее ставят таким образом в мире, что она может влиять на достаточно большое количество людей. Ну, то есть это такой пласт культуры, который мы носим постоянно на себе, и через это как бы большие корпорации, например, влияют на наше сознание, что вот в этом сезоне модно эти цвета, носите, пожалуйста, и все люди начинают носить эти цвета. Вот, ну, как бы так. А мы этой историей абсолютно не пользуемся, у нас такая хаотичная поросль сейчас происходит, да, кто во что горазд. Но я считаю, что это этап. Мы должны его пройти. Ну, если не очередной бренд базовой одежды, опять же, вот цитируя твой ответ, вот есть же Юникло, например, да, вот это абсолютно базовая одежда, универсальная, но при этом там все равно некий код присутствует, именно японский. Некая японскость, да, как якутскость там присутствует, потому что ну, это считывается буквально на нюансах. Вы даже не сможете определить, в чем. Но вы поймете, когда оденетесь во все Uniqlo, да, вы поймете, что вы чем-то смахиваете на жителей Японии, которые прогуливаются по Токио. Ну, почему нет? И на самом деле это так. Даже базовой одежде это очень четко прочитывается за счет пропорций, за счет объемов. Это такая тонкая, нюансная история. Любой профессионал это считает, любой стилист это считает. Ну, конечно, это не каждый считывать обязан, но тем не менее. Вот в интервью ты говорила, что ты перепридумываешь уже имеющиеся элементы одежды, например, промысловой одежды. Вот как это перепридумать? Вообще у меня такая мечта на самом деле. Да? Я всегда стремилась, мне было интересна промысловая одежда, потому что я очень уважаю функциональность. Ну, то есть я считаю, что одежда, помимо красоты, должна себе нести функциональность, потому что она рассчитана на живого человека, которому должно быть, во-первых, удобно, да, во-вторых, уместно, ну и в-третьих, как бы по погоде. Тепло. Да, ну по погоде, да. Поэтому я считаю, что функциональность это после моды, это уже, ну, как второе место, да. После, ну, даже, может быть, где-то на первом месте. Например, у Uniqlo это функциональность на первом месте, да. Там моду они как бы ставят после функциональности. И для меня промысловая одежда всегда тема была интересна, и сейчас эта тема очень широко развивается в мире, потому что есть такая форма, как городской аутдор, да, то есть это не аутдор одежда, где по горам, по долам люди ходят, да, но это понятно, что она должна быть такая. А сейчас люди ходят в такой одежде по городу, и сейчас стираются границы между деловой одеждой и одеждой, допустим, casual, да, и вы это тоже понимаете и видите, например, да, если раньше деловая одежда это была черный низ, белый верх, то сейчас деловая одежда может быть абсолютно любой, да, и
Поэтому сейчас в моде это очень четко наблюдается. И я мечтаю, чтобы развивать тоже аутдор-линейку, но при этом такую городскую, комфортную, удобную и красивую. Ну, в будущем это будет, да. Мгм. Что ты думаешь, когда вот противопоставляют моду и стиль, когда говорят, вот это лучше я буду стильной, чем модной? Ну или... Ну, мода и стиль противопоставляют, наверное, когда речь идет, скажем так, мода это как тренд, да, и стиль это как нечто вечная история, когда вот ты в классическом стиле всю жизнь ходишь. Но я вообще не рекомендую относиться к моде серьезно на 100%, да, потому что чаще всего это, конечно, игра. И очень странно, наверное, выбрать для себя какой-то определенный стиль и всю жизнь проходить от 18 лет до самой глубокой старости, ходить в одном стиле. Человек меняется, он абсолютно, как сказать, не ригиден, он меняет форму постоянно. Физическую форму меняет, при этом он еще внутри меняется, и мы не можем в одном и том же стиле находиться постоянно. Поэтому, когда говорят, что вот, важнее стиль, а мода не важна, ну, я бы поспорила. Я бы поспорила. Но, тем не менее, я не любитель трендов, например, как дизайнер. Я считаю, что тренды — это то, что портит, скажем так, убыстряет чересчур процессы. Ну, это фэшн, например, да, который очень сильно влияет. Вы знаете, наверное, то, что одежда — это занимает второе место по фактору загрязнения всей планеты, например. Да? Вот эти вот всеми любимые хлопковые футболки, хлопковые, как равно натуральные, да, на самом деле они приносят вреда больше, чем нефтепродукт. Ну, то есть об этом надо задуматься просто. Каким образом? Потому что на создание одного килограмма хлопкового изделия, допустим, я точно сейчас не скажу, уходит большое количество воды. Вода — это ресурс, который становится критически, как скажем, ну, идет снижение по всему миру, и к этому тоже надо серьезно. Дынин, например, считается очень вредным для экологии, потому что там используются красители, которые очень долго потом не уходят из сточных вод, например, да, и которые проникают уже. Ну, то есть если туда углубляться, то очень часто я встречаюсь с тем, что заигрывают с темой экологии, но это как раз-таки такая очень скользкая тема, и кажется, что вот если я ношу только натуральные ткани, я очень дружественный к экологии человек, такой френдли весь. На самом деле это не так. Надо копаться, надо смотреть и изучать эту историю. И там очень много для себя неизвестного можно открыть. Вот. Если так, то по выбору материалов. Про выбор. Чем руководствуешься при этом? Конечно, вот в летней коллекции я старалась натуральные ткани выбирать. В основном это вискоза, тенцель, искусственно выполненные, выполненные ткани, наверное, из искусственного волокна, но натурального по природе. Ну, то есть это вискоза. Вискоза — это что? Это эвкалиптовое волокно, может быть, древесное волокно, да? Это продукты переработки, да? Древесины, которые уже, считаются вторичным продуктом, его используют. То есть специально не растят там гигантское хлопковое поле для того, чтобы, после чего там целое море исчезло, да, в Узбекистане, да, и поэтому в Казахстане или Узбекистане, точно не могу сказать, я боюсь соврать, но тем не менее это вот более экологичная, наверное, история, поэтому в основном у меня на 90% вискоза. Это вот у меня такой пунктик есть, и я к этому очень тоже так серьезно отнеслась. Если говорить уже об экологичности, то, по крайней мере, это делать из переработанных продуктов. Но при этом очень комфортных и по своим качествам не уступающих тому же хлопку. Почему абсолютно такая же ткань. А что означает быть модным в современном мире, вот по твоему пониманию? Сложный вопрос. Быть модным, да? Мне кажется, сейчас быть модным очень просто и одновременно очень сложно.
То есть человек такое странное существо, оно одновременно хочет быть похожим на кого-то, да, и в то же время хочет быть индивидуальным, да, отличаться чем-то от всех, и при этом это происходит одновременно. Поэтому быть модным, ну, наверное, быть в курсе событий, которые происходят в мире моды, но при этом оставаться собой. Вот. Так, у нас вопрос от зрителя в мессенджер пришел. Значит, сейчас мне редактор его... Когда якутская мода вырвется в мир, какой она будет? Да, и будет ли это как у итальянцев Versace? Суперский вопрос, на самом деле. Если такой вопрос задают, значит, люди видят потенциал, что якутская мода может вырваться в мир. Ну, в принципе, мы это делаем уже сейчас, стараемся, насколько очень много талантливых ребят, которые переезжают и живут, допустим, в Москве, в Питере, да, и создают свои бренды, причем успешные бренды. Это, например, бренд Мус или бренд Заза, да, которые известны, ну, по всей России. И основатели, это наши ребята, да? Это основатели этих брендов, это наши ребята. И об этом здесь, в республике, должны знать все, я считаю, да, и поддерживать их должны все, потому что, ну, они там, как наши маленькие модные бойцы, прокладывают дорогу для уже остальных, таких как мы, которые идем за ними, собственно говоря. Вот. И рано или поздно, наверное, мы прорвемся. Ну, я верю в это, по крайней мере. То есть какой вот потенциал ты начала вначале, когда говорить про то, что много брендов? Я вообще, честно говоря, даже не знала, что у нас есть вообще такое количество брендов. Где они все вообще есть? Я понимаю, что в Москве теперь можно где-то их купить. Их можно купить и в Якутске. Сейчас... Ну, я знаю, что вот в ЦУМе на втором этаже. В ЦУМе на втором этаже там целый корнер, большой корнер, где представлены, начиная от маленьких совсем брендов, которые буквально сами шьют ну, свои изделия, заканчивая уже брендами более устоявшимися, уже как бы твердо стоящими на ногах. А в Москве теперь после этого показа, после этих дней можно купить тоже где-то? Да, часть коллекции будет представлена 25-го здесь, в Якутске, например, у моего бренда, но поскольку Москва заказала большую часть коллекции, здесь не так много будет единиц, о чем я сожалею, потому что, опять же, это же все упирается в финансовую историю, потому что заказывать большую партию, это, соответственно, большие средства нужны, поэтому мы где-то ограничены и выпускаем небольшое количество. Ну, кстати, может быть, это и преимущество маленьких брендов, потому что это не сотни тысяч однообразных изделий, да, а вот что-то необычное и в небольшом количестве. Это тоже некая форма индивидуальности для каждого, кто купит эту одежду, например. Но мы можем говорить о том, что, знаешь, как у нас любят триумфальный успех якутской моды в Москве. Я, скорее всего, скажу, что это один маленький шаг для человека, да, и большой шаг для модной индустрии Якутии. Скорее всего, так. Потому что Но про интерес. Интерес есть. Сейчас идет такая тенденция, что все заинтересованы в локальных брендах, в личных историях. Почему сейчас так очень сильно развивается история личного бренда, например, да, в соцсетях? Потому что всем интересен человек, например. Да? То, как он создает свое дело, то, как это дело развивается. Потому что все эти большие корпорации, большие команды, это, конечно, все очень хорошо, но это обезличенная история. А мы все-таки любим людей, любим разговаривать с людьми, любим видеть то, что делают люди, и носить то, что делают люди. И поэтому это история, которая будет развиваться. И сейчас мы находимся на самом начальном этапе этого развития. Я думаю, что скоро локальные бренды будут очень громко о себе заявлять. Взять хотя бы тех же самых Ушатава. Да? Это тоже был екатеринбургский локальный бренд, небольшой бренд, но сейчас он вырастает, становится очень известным, очень сильным брендом, с очень интересной историей, за которой приятно наблюдать. И думаю, что, например, Екатеринбург, он стал недавно вот такой точкой притяжения моды. Раньше это была только Москва и Питер, допустим, да?
как будто бы вся эта история копилась только в области Москвы и Питера. Сейчас очень сильно развиваются города, ну, такие как Владивосток, например, там тоже своя модное направление, очень сильные ребята появляются. Это клево на самом деле. Ну и то, что Якутск появится на этой карте, ты тоже веришь? Уверена, абсолютно уверена, потому что потенциал огромный. И мне очень приятно то, что нас услышали на республиканском уровне и нас поддерживают, потому что поддержка колоссальная, потому что раньше как бы мы вообще не ощущали, каждый сидел в своем уголочке, там в своем маленьком швейном цехе, что-то там делал, что-то там пытался рассказывать, а сейчас это уже такая история, когда увидели потенциал и помогают абсолютно всем желающим. Эта программа каждый год проходит. Поэтому нужно... Да. Надеюсь, что так и будет. Да, и планируют 30 брендов вывести. Поэтому... У нас время вышло. Спасибо большое. Было интересно. Думаю, зрителям тоже было интересно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.